Ну вот скажи мне, вот что ты плачешь? Да, у меня есть грузинское гражданство. Я его получил год назад. Рад до сих пор. И считаю это нормально. Более того, вот даже прочитай. Каждый человек, который является абхазом, либо осетином, проживающих на тех территориях, имеет полное право получить грузинский паспорт, гражданство, так как Грузия считает нас своими гражданами. Более того, Грузия не признает отдельно ни Осетию, ни Абхазию. Это и есть, это первое самое основание. Второе, что ты говоришь, кому-то там не дают, хотя они имеют на это право. Грузинские спецслужбы, в первую очередь, они работают, они проверяют человека. Что у него было, что у него есть в прошлом, сейчас, кто он вообще, зачем приехал, понимаешь? Они не просто сидят, они работают человека, то есть изначально изучают перед тем, как дать гражданство. То есть не так, ты пришел, вот я абхаз или осетин, на, спасибо. Вот. Следующий момент, смотри, бывает часто, что происходит, кому на самом деле не дают. Если человек несет какую-то угрозу для общества, для государства, или, например, смотри, какие бывают хитрожопые, совершат какое-то преступление, там в Абхазии или в Осетии, да, в Россию порятаться не вариант ехать, потому что знают, русские сразу выдадут, если Абхазия, да, ну, абхазские такие вот спецслужбы затребуют, сразу выдадут. Они едут сюда, в Тбилиси, начинают там где-нибудь, или в Тбилиси, или в Зугдиде, не знаю, ну, короче, отсиживаться. Потом сидят такие, давай-ка поедем, подадим на гражданство. А что нет, обязаны же. Да не, никто ничего не обязан, если за тобой есть какие-то серьезные преступления. Я не знаю, например, если ты там действительно несешь какую-то угрозу, а может ты действительно там совершил там какое-то убийство, еще что-то, а сейчас бежишь сюда спрятаться, ну нет, тебя пробивать по-любому будут. И если ты, ну, такой чисто вот балласт, а я считаю, что каждый человек для своего государства должен нести какой-то плюс. То есть выстраивать как-то свое государство, а не просто быть так поплывком на поверхности. То извини, подвинься, ну, ты, может, ты правда не получишь гражданство. А может, просто у тебя утеряна связь. Может, просто, я не знаю, у тебя там не хватает каких-то документов. Так бывает, тем более после конфликта. Где-то архивы были уничтожены каким-то образом, где-то что-то потеряли. Разные моменты бывают. У меня тоже кое-каких документов не хватало, но пришлось там, да, где-то искать архивы, родственникам звонить, ЗАГС там, Кварчальский, еще что-то, ну, нашел. Так что тут нюансов много, не все так плохо. А так, да, каждый имеет право.